Все вместе, а главное с хорошим настроением. Они продолжают свою эко-миссию, но уже на территории Асиновского ущелья. Собирая стеклянные бутылки, кто-то бумагу и пластик. Дана Сарсенова приехала из Омска. Девушка любит путешествовать и никогда бы не подумала, что эко-волонтерство ей в этом может помочь. Давно мечтала посмотреть на Кавказские горы. И так все удачно сложилось с такой благородной миссией, как экология. Мне очень нравится. Я обожаю вашу природу, я восхищаюсь. Я, грубо говоря, даже завидую ребятам, которые живут в этих местах. И вообще на Кавказе вы настолько избалованы этой невероятной красотой. Вот. А сам субботник как у вас проходит? Субботник проходит легко, просто весело. У нас очень крутые организаторы. Они создают все условия, чтобы нам было очень интересно. Также, грубо говоря, нам даже вот этот субботник в радость. Добровольческий слет «Эколокация» продолжает сезон экологических субботников. Марафон проходит при поддержке Комитета по делам молодежи и Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетии. Проект представляет собой цикл трехдневных мероприятий. За все время слет объединил волонтеров со всей страны, чьими усилиями ликвидированы мусорные последствия туристического сезона. Ребята приехали уже на второй субботник сюда из слета. Вчера были в Нестеровске, сегодня здесь, из разных регионов. Помимо субботника, для них это еще и такой экологический туризм, можно сказать. Они видят горы, видят осень в горах. В общем, собираем круто. Марафон чистоты на скорость. Мусор собирает, проходя полосу препятствий в виде колючих веток и ям. Это и задает темп работы. Ахмед Евкуров начал свой волонтерский путь не так давно, но уже понял, что самое главное на таких мероприятиях. До этого момента я очень много мусорил. Да. Вам не советую. После того, как я стал студентом, я стал много посещать разных мероприятий, связанных с экологией. Я все переосмыслил и стал собирать мусор во благо нашей Республики Ингушетии. И я вам это советую. Да. Эмоции от такого марафона чистоты только положительные. Елена Курочкина приехала из Черкесска. Ее родной край тоже излюбленное место для туристов. Мириться с таким беспорядком девушка не намерена. Не понимаю тех людей, которые не могут просто с собой этот мусор забрать. Я когда выезжаю куда-то, я всегда с собой убираю. Что сказать, наверное, каждый понимает, если ему говорить, но что бы ни говорили, они все равно, это приучается с детства так, убирать за собой. А так, природа – это наша жизнь. Если мы будем ее загрязнять, понятное дело, что и нам будет тоже хуже. Вот там люди отдыхают. Интересно просто узнать, остаться и посмотреть, они уберут за собой или нет. Видят, что убирают люди. Можно из уважения к нам хотя бы не оставлять этот мусор. Участники акции признаются, что подобные мероприятия – это, безусловно, отличный повод для общения. Но было бы замечательно, если бы необходимость в их организации исчезла совсем. Ну а в конце, как и полагается, ловзар. Хава Гагиева, Мухаммед Дарсигов. Новости 24.